Если не было бы России и Бориса... Пусть таджики и убивают таджиков и делают свою революцию. Где Но ты же их провоцируешь, Нормальный согласись. хиджаб. Что готовит девушек в хиджабах, представьте, готовит девушек в хиджабах. Девятого сентября этого года в Душанбе с помпой прошли торжественные мероприятия в честь 30-летия независимости Таджикистана. В мероприятии приняли участие президент страны Эмомали Рахмон, его сын и по совместительству мэр столицы Рустам Эмомали, а также гости из-за рубежа и жители столицы. Этот светлый день, вписанный золотыми буквами в страницы новейшей истории нашей Родины, для древнего и творящего цивилизацию таджикского народа является датой восстановления исторической справедливости, то есть началом национальной независимой государственности таджикского народа, заявил Рахмон в своем выступлении. Весь этот год в разные дни страны Центральной Азии отмечают 30-летие своей независимости, то есть официального выхода из состава СССР. Исторический регион Туркестана находился в составе атеистического государства более чем 70 лет, и в 1991 году после распада Советского Союза, казалось бы, приобрел суверенитет, правда уже не в цельном виде, а будучи фрагментированным на мелкие национальные государства. По этой причине данная дата для многих символизирует военную, экономическую, политическую и культурную независимость наших стран от российской оккупации. Естественно, что режимы в странах региона всячески пытаются доказать, что за это время они добились больших успехов в различных областях. Так, например, главный правительственный портал Таджикистана Хавар в преддверии 30-летия опубликовал статью под названием «30 важных достижений Таджикистана за 30 лет». Панигирик подготовили специалисты из Центра стратегических исследований при президенте, которые утверждают, что под руководством Рахмона страна добилась значительных достижений, не имеющих аналогов в истории таджикского народа. Однако сегодня многие задаются вопросом о том, было ли что отмечать, существует ли он на самом деле суверенитет Таджикистана, на самом ли деле наш народ добился независимости от русского колонизатора, или же колониализм лишь сменил свое лицо, добился ли режим Рахмона тех успехов, о которых не устают рассказывать правительственные ученые и СМИ. Для того, чтобы ответить на данные вопросы, следует рассмотреть важнейшие сферы жизни Таджикистана: внешнюю политику, военную сферу и безопасность, внутреннюю политику, экономику, а также образование. Если углубиться в историю, то мы обнаружим глубокие корни зависимости действующего режима Рахмона от России. Дело в том, что после распада СССР в странах Центральной Азии возник идейный и политический вакуум. В марте 1992 года в Душанбе начались антиправительственные митинги сторонников оппозиции, в большинстве своем приверженцев исламского образа жизни. Кремль же, не желавший мириться с потерей колонии и уж тем более с приходом к власти исламистов в таком взрывоопасном регионе, как Центральная Азия, вмешался во внутренние дела Таджикистана, создав и поддержав так называемый Народный фронт, костяк которого состоял из выходцев из Куляба, преступников и уголовных авторитетов во главе с вором в законе Сангаком Сафаровым. В сотрудничестве с Исламом Каримовым Россия развязала в нашей стране гражданскую войну, в ходе которой погибло более 100 тысяч человек. Если не было бы России и Бориса Николаевича Ельцина, если не было бы Узбекистана и Ислама Кутаниевича, так такового нации в настоящее время таджиков и государства Таджикистана не существовало. Таким образом, поддержав и использовав местных преступников, Кремль в 1993 году привел к власти Эмомали Рахмона, главная миссия которого заключалась в сохранении российского колониального контроля и подавлении исламского возрождения в стране. Пусть таджики и убивают таджиков и делают свою революцию. Пусть они... Лучше всего иллюстрирует произошедшее тогда рассказ российского отставного полковника Владимира Квачкова в интервью, которое вышло в 2019 году на телеканале «Царьград». Я был командиром 15-й бригады.
бригада 3000 человек вообще-то, 6 отрядов спецназа. Вот она была предназначена, 15 бригад спецназ, для действия в тылу. Вот, Среднеугорский национальный округ Китая, вот, против Афганистана и Восточного Ирана. Вот так. Ночью поднимают с постели, вызывает меня в Тузель на аэродром. Вот. И там дипзал, конечно, все было. Вот, там сел советник президента Каримова по национальной безопасности, сел министр обороны, начальник штаба главного Узбекистана, сел какой-то представитель от Казахстана, по-моему, а от России был генерал-полковник Воробьев. Мне заявляют следующее. Вот. Ну, вы знаете, что в Таджикистане к власти пришли крайне исламские радикалы. Мы вам сейчас присваиваем звание генерал-майора, буквально в течение нескольких дней. Вы летите в Душанбе, вот, вступаете в командование 201-й дивизии. Ваше оперативное подчинение поступает 15-я бригада спецназа, моя собственная. Сможете ли вы сменить власть, свергнуть правительство в течение Душанбе? В ответ полковник предложил не использовать российские вооруженные силы, а выполнить эту задачу руками местного населения. Я пришел и сказал, знаете что, в принципе, эта задача при наличии дивизии и бригады решается в течение ночи, мы это решим совершенно. Возьмем ключевые объекты. Ну а что почему вы это считаете, что это нецелесообразно? Я говорю, потому что сейчас у них есть Вовчики и Юрчики. Как только российский солдат свергнет это правительство, то у них станет один враг, наш русский парень. Русский солдат станет у них врагом общим и у Вовчиков, и у Юрчиков. И потом он сказал фразу, которую я часто укорял министра обороны Ахмедова. Вот. А я помню, что там сказал. Я говорю, пусть таджики и убивают таджиков и делают свою революцию. Пусть они сами это делают. Поэтому давайте мы будем делать так, как нас и учили вообще-то. Для того, чтобы создать силу внутри Таджикистана, если мы хотим действительно свергнуть это правительство, я попросил 3 месяца. Через 3 месяца мы взяли Душанбе. Президент Джумхурии Таджикистан. Так обладает ли суверенитетом Таджикистан сегодня? Рассмотрим факты. Товарищ полковник, личный состав гарнизона для проведения митинга, посвященного десятилетию образования Калайхумского пограничного отряда, построен. Начальник штаба полковник Кирдеш. Здравствуйте, товарищи пограничники! После приобретения независимости, начиная с 1993 года по 2005 год, таджикско-афганская граница охранялась российскими пограничниками численностью в 12 тысяч человек, и только в 2005 году контроль над границей официально перешел к таджикским пограничникам, и то лишь взамен на подписание договора между двумя странами о размещении в Таджикистане российских военных баз. И даже после этого, вплоть до 2016 года, 350 сотрудников погранслужбы ФСБ России находились в каждой пограничной заставе в качестве военных советников. На сегодняшний день в Таджикистане находится самая крупная российская военная база за рубежом численностью около 10 тысяч человек, основная часть которой дислоцируется в столице страны Душанбе и ее окрестностях. 201-я военная база каждый год оснащается самым современным вооружением. Для сравнения, согласно данным международной компании Global Firepower, численность таджикской армии составляет всего 9 тысяч человек. Большинство сотрудников таджикских спецслужб и военных получают образование в российских профильных вузах, и даже те, кто отучились в Таджикистане, все равно в итоге проходят повышение квалификации в России, и это даже не скрывается. Потому и неудивительно, что вся внешняя политика Рахмона зависит от воли Кремля. Рахмон может устанавливать какие-либо отношения с другими странами только с одобрения России, и только в тех сферах, которые не противоречат ее интересам. Военного объекта России 201-й военной базы мы рассматриваем как один из ключевых факторов коллективного обеспечения региональной безопасности. Разумеется, продолжение российского колониального контроля над Таджикистаном не может не отражаться и на внутренней политике режима. В течение всего времени своего правления Эмомали Рахмон по мере укрепления во власти с каждым годом все сильнее закручивал гайки в религиозной сфере с целью недопущения в стране исламского политического подъема, что, собственно, и является одной из главных задач, поставленных перед ним его русскими хозяевами. Итак, перечислим факты.
شما هم 28 نفر خدمتچیان دولتی حساب میشید. معاش میگیرین. سیاستی دولت باید بکنیتون. بعضا چیزهای دیگر هم هست که یکیم حسین ستوری دولت و کمیته دین در یک جایی اینا قطعی درس علایده معلومات دین. В Таджикистане на законодательном уровне постепенно были запрещены все исламские организации, запрещена деятельность независимых проповедников, непокорные были осуждены на большие сроки лишения свободы. В августе 2011 года имам Али Рахмон подписал закон об ответственности родителей за воспитание и обучение детей, который запретил недостигшим 18 лет лицам посещение мечетей и обучение религии. В апреле 2015 года был введен запрет на совершение хаджа лицам моложе 35 лет. В течение последних 10 лет под предлогом незаконной постройки были разрушены тысячи мечетей. Лишь только за 2017 год, по официальным данным Комитета по делам о религии, 1938 мечетей были принудительно закрыты и переоборудованы в развлекательные учреждения. В стране закрыты все медресе, обучение религии на дому карается законом. С 2015 года периодически проводятся рейды и облавы для выявления мужчин с бородами и женщин в исламском одеянии. در شهر ما در دولت ما این گونه شماره بیگانه پرستان زیاد شود ما اینجا آرامگاه. В январе 2016 года глава управления внутренних дел Хатлонской области Бахром Шарифзада сообщил, что в 2015 году власти принудительно сбрили бороды почти 13 тысячам мужчин в Хатлонской области. Также Азия Плюс сообщила в январе 2016 года о том, что сотрудники правоохранительных органов Хатлонской области в рамках национальной кампании 2015 года задержали 6673 женщины в хиджабе. С 2010 года таджикское правительство начало возвращать молодежь, обучающуюся в исламских вузах и школах за рубежом. با مراجعت میکنم که فرزندانتان را دعوت کرده برگردانید که اکثریتش و این مکتب های دینی نیست اکستریمیست میشوند تروریست میشوند آینده دشمنان خائن ملت تاجیک میگردند. Тысячами фабрикуются уголовные дела по религиозным мотивам. Тысячи жителей страны отбывают длительные сроки лишения свободы за их исламскую активность по фиктивным уголовным делам. Введены ограничения на празднование исламских праздников и проведение религиозных мероприятий. حاضر تاکید کردگی ما یگان جای نادرستی دارد. هیچ جای نادرست نداره همش موافق گفته شریعت اسلام است. Официальное духовенство состоит на службе режима, издавая противоречащие исламу фетвы и искажая значение текстов Корана и Сунны с целью легитимизации всех решений режима. Имам-хатыбы мечетей привлекаются к различным культурным мероприятиям с целью секуляризации населения. В мае 2018 года всех имам-хатыбов страны обязали посетить театр для просмотра постановки пьесы «Абу Аташ» «Огонь и вода», а в июле 2018 года около 4000 имам-хатыбов посетили музей страны. Во время пятничных молитв с трибун мечети имам-хатыбы зачитывают обращение имама Али Рахмона к нации. Все пятничные хутбы утверждаются Комитетом по делам религии. Что готовит девушек в хиджабах, представьте, готовит девушек в хиджабах. Хорошо иллюстрирует масштабы беззакония, происходящего в Таджикистане в отношении ислама, рассказ бывшего командира ОМОН МВД Таджикистана полковника Гулмурода Халимова.
Он назвал одной из главных причин, сподвигнувших его к бегству из страны и вступлению в ряды группировки ИГИЛ, беспрецедентную жестокость режима Рахмона в отношении любого проявления религиозности. Вот я помню, когда совещание у министра МВД Республики Таджикистан, генерал-лейтенанта, там было одно высказывание начальником уголовного розыска Назар Кудрату, что готовить девушек в хиджабах, представьте, готовить девушек в хиджабах и снимать документальный фильм про них, как они пьют водку с мужчинами, как ходят в речку, как занимаются прелюбодеянием. Я вижу исключительно угрозу исламизации и внутреннего восстания в Таджикистане. Да, именно вот на этого бояться нужно, потому что может предложить своему народу Эмомали Рахмонов, он же Рахмон? Кроме воровства и коррупции, что он может предложить? А те предлагают правду. Что касается экономического состояния Таджикистана, то оно, к сожалению, не нуждается в представлении. И ни для кого не секрет, что наша страна беднейшая в СНГ. Причиной тому, разумеется, является почти 30-летняя деятельность Эмомали Рахмона, который в принципе не для того был посажен на это место, чтобы создавать сильную и независимую экономику, а как раз наоборот, его хозяевам намного выгоднее держать свою колонию в постоянной нужде и экономической зависимости. То есть Рахмон изначально не ставил перед собой таких задач, как благополучие населения и экономический суверенитет. У него другие цели, миссия и интересы. Что такое таджикская экономика? Внешний государственный долг Таджикистана на сегодня составляет 3,8 миллиарда долларов США, что составляет 44,6% от ВВП страны. Всего лишь 1/4 населения страны относится к среднему классу. Минимальная заработная плата в Таджикистане составляет $41, средняя около $110. Минимальная же пенсия в стране составляет 207 самани, около $18, средняя 318 самани, около $28. И это в том случае, если человек имеет 25-летний трудовой стаж. Вместе с этим цены на продовольствие непропорционально высокие по отношению к доходам. Население уже 3 десятилетия страдает от колоссальной безработицы. По этой причине только в России в трудовой миграции постоянно находится более 2 миллионов граждан, большая часть трудоспособного населения. В Таджикистане нет ни одной семьи, чьи близкие или родственники не находились бы на заработках за рубежом. Тяжелое экономическое положение населения, однако, никак не касается президента Рахмона и его клана, ведь все ключевые должности и весь доходный бизнес в стране находятся в их руках. Родственниками президента захвачены такие сферы, как добыча полезных ископаемых, банковская сфера, туризм, транспорт, реализация ГСМ, строительная сфера, экспорт сырья и импорт товаров первой необходимости, выдача водительских прав, медицинских справок и многое другое. Причем заработанные коррупционным путем деньги клан Рахмона не вкладывает в Таджикистан, а выводит за границу. Международный валютный фонд только в 2013 году в своем ежегодном докладе насчитал около 3,5 миллиардов долларов, переведенных из Таджикистана на офшорные счета. Разумеется, такое катастрофическое положение в экономике не может не приводить к потере экономического суверенитета Таджикистана. Итогом этого оказывается сильнейшая зависимость от России и Китая. С одной стороны, Китай владеет большей частью внешнего госдолга Таджикистана, что в итоге приводит к зависимости и, как следствие, к передаче территорий и месторождений полезных ископаемых.
Так, например, режим Рахмона периодически отдает китайцам в счет долга территории, которые исчисляются тысячами квадратных километров. В 1999 году Рахмон передал Китаю 200 квадратных километров земли, а в 2011 году уже 1158 квадратных километров. В совокупности передана земля примерно равна 5 территориям Кулябского района Хатлонской области. Кроме того, режим Рахмона пускает в страну китайские инвестиции и компании, предоставляя им все новые и новые залежи ценных ресурсов. Так, только в 2019 году китайской корпорации ДБА были переданы 2 золоторудных месторождения – Верхний Кумарк и Восточный Дуаба в Айнинском районе Сагдийской области. Таким образом, власти рассчитались с китайцами за строительство ТЭЦ в Душанбе за $349 миллионов, в то время как по оценке геологов, общие запасы золота в этих 2 месторождениях могут достичь 117 тонн, что эквивалентно $7 миллиардам. С другой стороны, Россия, в которой постоянно находится в трудовой миграции более миллиона не нашедших работу на родине мужчин, и которая является по сути единственной страной трудовой миграции из Таджикистана. Именно из России ежегодно в виде денежных переводов от трудовых мигрантов своим семьям поступает до половины ВВП Таджикистана. Разумеется, подобная ситуация образует еще одну сильнейшую зависимость от России, которая при необходимости всегда использует этот фактор как рычаг политического давления и шантажа. Именно по этой причине мы каждый раз наблюдаем со стороны таджикских властей лишь унизительное молчание и согласие в ответ на массовое нарушение прав граждан Таджикистана в России, их регулярные убийства и использование их в качестве жертв для спецслужб по фабрикации уголовных дел террористической направленности. В пакете что завернуто? Громче говори, не слышно. Громко. Это терроризм акт. Какой акт? Терроризм. Что хотел сделать? Почему указанию? Чтобы взорвать указания в исламских государствах. Развитие отношений и стратегического партнерства с Россией – безусловный приоритет внешней политики Таджикистана. За 28 лет мы никогда не меняли свою позицию по отношению своего стратегического партнера. У нас укрепляется позиция российского образования и русского языка. Что касается культурного колониализма в Таджикистане, то он зиждется на российской интервенции в сфере просвещения на фоне краха национальной системы образования. В течение последних 30 лет погрязшую в коррупции страну покинули лучшие умы таджикского общества, в том числе и из сферы образования. Страна стала ощущать острую нехватку квалифицированных учителей. Так, согласно данным, озвученным министром образования РТ на пресс-конференции в июле этого года, в стране не хватает около 3000 школьных учителей, в основном по таким предметам, как математика, геометрия, физика, астрономия и английский язык. Там, где они есть, все чаще работают неквалифицированные педагоги с профильным образованием, а простые выпускники школ. По сути, на сегодняшний день национальная система образования, начиная с начальной школы и заканчивая вузами, намеренно и полностью разрушена, что открыло возможности для российской образовательной интервенции и языковой экспансии. Русская по национальности? Ксюш, ты русская? Ксения, ты русская? Не знаю, у меня мама таджичка, а папа русский. На сегодняшний день в Таджикистане в обычных общеобразовательных школах начинают внедряться российские образовательные программы. В страну регулярно привозят новых учителей из России, и это все не говоря об открытии целиком русских школ, куда мечтает отдать своих детей вся таджикская элита. Как русские школы, так и русские учителя в обычных таджикских школах исполняют свою колониальную миссию, прививая ученикам любовь к России и возвеличивая ее. У нас очень широкая география этих школ здесь по всей республике, начиная от Памира, заканчивая, как я уже сказал, севером республики. Российский политолог, кандидат политологических наук Федор Фролов в одной из своих научных работ пишет: целью политики России в языковой и культурных сферах является организация и ведение культурно-лингвистической экспансии России как на территории страны, так и на пространстве СНГ для инициации и поддержания процесса идентификации населения этих территорий с Российской Федерацией, укрепления позиций русского языка и культуры.
Культурно-лингвистическая экспансия России на территории Таджикистана, которая началась еще при царской России, продолжается и по сей день, а нынешние таджикские власти прилагают все свои усилия для облегчения этой миссии. در خاطر 30 نفر آموزگاری که امروز به جمهوری از فدراسیون روسیه میگویم نه تنها معلمان از فن زبان و ادبیات روس. В результате культурная зависимость Таджикистана от России приводит к тому, что вся элита и интеллигенция республики воспитываются колонизатором в духе преклонения перед Россией, восхищения ее культурой и историей, и вместе с тем в духе презрения к своей собственной истории и культуре. Плачевные результаты данной политики мы уже можем наблюдать на примере некоторых молодых выходцев из Таджикистана. Между той Диной Исаевой, которая в закрытом платье рассказывает про Коран, и Диной Исаевой, где хиджаб сестра, вызвал вот этот респонс, вот это бомбление. Я могу фоткаться, как они говорят, полуголая. Если для них это полуголая, значит это... для меня это эстетика. То есть мое тело – это моя эстетика. Я захотела сфоткаться так, я пойду и сфоткаюсь. Где Но хиджаб? ты же их провоцируешь, на маме согласись. Хиджаб. Какая разница, кто какой национальности, вероисповедания. Меня это постоянно бесило. Я думала, мам, я это делать буду только для тебя. Хочешь, я надену, но все равно я не буду появляться на глазах. 8 марта женщины в Таджикистане скидывали паранджу. 8 марта... И твоя бабушка скинула паранджу? Повысился значительный процент знания русского языка в тех школах, в которых эти преподаватели обучали. Это означает, что такая практика положительно сказывается на внедрении, в участии русского языка в жизни Республики Таджикистан. Российский учитель за рубежом. На его уроках мы очень много узнали о России, о ее культуре, а также очень хорошо выучили русский язык. Я думаю, что прежде всего слово благодарности нужно обратить к руководству Таджикистана, потому что президент Таджикистана Имамали Шарипович Рахмон, он уделяет этому очень большое внимание. И мы все, я имею в виду все, кто заинтересован в продвижении русского языка за границей, в том числе и в Республике Средней Азии, должны быть мы за это благодарны. Совсем недавно мы с ним несколько раз обсуждали текущие вопросы нашего взаимодействия. Подытоживая, можно сказать, что Таджикистан не обладает суверенитетом. Страной управляет ставленник России, который пришел к власти на русских штыках. В стране господствует политический, экономический, военный и культурный колониализм. Вся элита интеллектуально и духовно принадлежит колонизатору, воспитана им. В столице страны находится иностранная армия большей по численности, чем национальная. Народ региона превращен в низкоквалифицированную рабочую силу для русских, а наша земля в источник ресурсов для китайцев. Именно поэтому режим в Таджикистане под руководством своих кураторов из Москвы десятилетиями старается убедить народ в наличии у страны даже не просто суверенитета, а каких-то невероятных успехов во всех областях. И хотя уже сегодня начали появляться те, кто верит пропаганде режима, все же большинство населения единогласны в том, что мы прожили не 30 лет прогресса, славы и независимости, а 30 лет нужды, унижений и рабства. Самое важное это то, что данное положение не изменить, пока регион фрагментирован на мелкие искусственные национальные государства. В текущем раздробленном состоянии шансы на избавление от ярма колониализма по сути отсутствуют. Единственный путь – воссоединение исторического дооккупационного цельного региона под единым управлением, каким он был более 1000 лет величия и славы. Объединение искусственных политических образований в регионе Центральной Азии, отвержение навязанного нам секуляризма и диктатуры наряду с политическим возрождением, основанным на исламе, вот единственный путь приобретения независимости и истинного суверенитета. И только в этом спасение, требования истории и веры.